Юрий Васильевич меня попросил подготовиться по теме вашего семинара. И озадачил меня проблемой найти в журналах пчеловодства, ну, основной, да, наш источник на сей день, материал по гибели пчел и о юридической, ну, какой-то составляющей юридической защите. Вот все, что я могла, я сегодня вам такие нарезочки сделаю. И, наверное, буду больше читать, потому что, ну, пересказывать документы и какие-то юридические факты сложно. Если я увлекусь, пожалуйста, меня остановите. И я не знаю, насколько вы готовы, насколько вы в курсе юридических, да, этих тем. То есть где-то меня останавливайте без вопросов, да? Значит, а все, что у меня есть, я все вам предложу. И начну, наверное, просто в качестве заметочки. Я взяла последние 2 года, старалась взять журналы, то есть 18-й и свежий 19-й год. Более старые уже издания не брала, ну, потому что все не охватить, и, ну, в любом случае, чтобы новая была информация. 3 номер 19-го года, так, для справочки, статья «Пчеловодство в Удмуртии в 1950-2000-х годах». Это, ну, наши местные господа выпустили, по фамилию скажу, Тронина, Воробьева, Колбина, небезызвестные, да, наверное. Если интересно, можно обратиться, посмотреть. 3 номер 19 год. Я все вам потом пущу, посмотрите. Это все в библиотеке есть, то есть все, о чем я буду говорить, можно потом глазами, руками, что называется, потрогать. Это ваши журналы, оплачены? Да, да, вами оплачены. Я просто сделала обзорчик, где чего можно посмотреть. Но именно по теме сегодняшней гибели и о том, что с этим делать. И, кстати говоря, изучая тему, вот Юрий Васильевич сказал, у кого с пестицидами были проблемы, я вам посочувствую. Можно не только сочувствовать, но и можно действовать. Я приведу примеры, были примеры в разных областях России, где люди тоже занимались, уже пытались через суды какие-то вопросы решать по отравлению и по гибели. Так, если интересно, значит, ну, в любом случае расскажу. Так, пчеловодство в Удмуртии сказала. А в федеральном законе говорит что-то или знаете все? Свежие есть данные. Федеральный закон пчеловодства. Ну, там есть параграф охрана пчел. Удмуртский это, наверное, опирается на федеральный. Вот федерального нет. Я могу рассказать, в этом журнале есть сведения об этом. Кстати, в этом же, в 3-м, в разделе страницы пчеловода-любителя, да, мы говорили, что есть такая, она достаточно тоже интересная, эта рубрика. Кому принадлежит пойманный рой? Наверное, с такой проблемой сталкивались. В общем, есть тут пример, как пчелы убегали, их догонял хозяин и, в общем-то, настиг. Потом пришел к пчеловоду через какое-то время. В общем, вопрос они как-то решали, но тоже на взаимных, как говорится, симпатиях и эмпатиях, да. Примеры есть. И, кстати говоря, вот эта проблема, ну не проблема, наверное, а вот эта история о том, кому принадлежит рой, она как раз является такой комической для наших правоведов, о чем говорится в другом журнале, как раз, где о федеральном законе есть заметочка, о принятии федерального закона. Пишут об этом, кстати говоря, один из авторов, Запанацкий Олег Владимирович, консультант аппарата Комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы. Ну и плюс еще есть тут кто-то с ним в паре. Вот они пишут, что трагизм ситуации именно по федеральному, да, о непринятии федерального закона заключается в том, что законопроекты о пчеловодстве, начиная с законопроекта с 1997 года, некоторые правоведы рассматривают как комичный пример нелепых депутатских инициатив. В юридической литературе до сих пор встречаются статьи, авторы которых находят смешным, что законопроектами о пчеловодстве предлагалось урегулировать такие вопросы, как право на пойманный рой, правила размещения ульев, полномочия органов местного самоуправления. Тем не менее, постановлением Госдумы, по-моему, РФ от 20 ноября 2018 года. Называется оно «Об информации Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Патрушева о реализации федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы и о ходе проведения осенних полевых работ в Российской Федерации в 1918 году». Это такое длинное название. Правительству Российской Федерации рекомендовано ускорить подготовку и внесение в Госдуму проектов федеральных законов
предусматривающих совершенствование правового регулирования в области развития пчеловодства. Оказывается, вопрос о законодательном регулировании пчеловодства на федеральном уровне не закрыт. Почему федеральный законодатель опять вернулся к теме федерального закона о пчеловодстве? На наш взгляд, прежде всего потому, что не все вопросы, связанные с развитием пчеловодства, можно урегулировать законами субъектов Российской Федерации. Законы о пчеловодстве приняты более чем в 2 десятках субъектов Российской Федерации. Однако практика принятия региональных законов сложилась от безвыходности и не должна служить аргументов против принятия федерального закона о пчеловодстве. Дело в том, что региональные законы не могут в полной мере восполнить отсутствие федерального закона, поскольку в соответствии со статьей 71 Конституции, статья 3 ГК РФ, гражданское законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. Из-за этого значительная часть статей региональных законов представляет собой ссылки на федеральное законодательство, в котором существуют пробелы, да, как известно. Таким образом, необходимость принятия федерального закона о пчеловодстве обусловлена спецификой предмета правового регулирования, которое заключается в том, что к правовым отношениям, связанным с пчеловодством, в ряде случаев трудно или невозможно применить общие нормы Гражданского кодекса. Например, при вот как раз возникновении права на пойманный рой, расстояние между кочевыми и стационарными пасеками, существенные условия договора о опылении медосбора, ну и так далее. Ну, чтобы не было смешно упоминавшимся ранее правоведам, о которых тоже я сказала, да, объясним суть проблемы и специфики правового регулирования вопроса о возникновении права на рой. Ну, зачитывать не буду, посмотрите, иначе тут мы застрянем с вами. Если хотите, зачитаю. Так, это 4-й номер, 19-й год. Ну и кому это принадлежит? Читать надо. У кого привился, Просто почитайте, потому что если я начну, тому и это я принадлежит. до вечера вам буду Кто читать. поймал, того и есть. Я просто такие заметочки сделаю, если интересно, значит, 4-й номер, 19-й год. Это Человек федеральный может ваш закон. рой вам продать. Да, я так поняла, что это не Точно? урегулировано, и как Да-да. раз об этом и просят. Это федеральный старинная закон. норма, русский хутор, Да, читаете? а есть такое, кстати. Правильно, если рой ушел, значит он уже не твой. Нет, он у тебя вот на глазах, только яблоня на той стороне забора. Да. Но это другой Вот разговор. хозяин уже другой. Нет, человеческий фактор. Как договориться? Хорошо, давайте я разрешу ситуацию, раз вы начали. Согласно статье 230 ГК РФ, сейчас, значит, дело в том, что суд, так. Значит, согласно статье 230 Гражданского кодекса, лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот, либо других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику. А если собственник животных или место его пребывания неизвестно, не позднее 3 дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника. А, кстати, от того, что как раз вот это не урегулировано, как раз пчелы относятся к этому безнадзорному скоту. Это корову можно вернуть, а пчелы как Нет, они? нет, пчелы Ну, просто дикие. нет другой правовой нормы, поэтому они безнадзорный скот, и к ним нужно относиться вот согласно вот этому гражданскому. На них метки нет же. В соответствии опять статья 231 Гражданского кодекса, если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животное находилось на содержании в течение времени, приобретает право собственности на них. Так трактуется Полгода, настоящее. значит, Да. Кормить. А потом вот Корову придется. вел, полгода продержал. Написано, что очевидно, что общие нормы Гражданского кодекса практически невозможно применить к пчелиному рою, так как рой не имеет внешних уникальных отличительных признаков. Было бы действительно смешно, если бы пчеловод, снявший бесхозный рой, обратился в полицию с заявлением разыскать собственника. Да? Поэтому в законопроекте таком-то, который отклонил Ельцин, как здесь написано, и была заложена норма, отражающая сложившиеся веками обычай правовых отношений по поводу улетевшего роя. Короче, дальше читайте, если интересно. Закончится. Есть статья, ну, в смысле, не до конца это читала. О гибели пчел говорить или только будем говорить о законах? Ну, учите, ну говорю или нет о гибели? Хорошо, давайте я начну, если что, остановите. 7-й номер, 19 год, то есть это буквально летний номер этого года. 7-й номер 19 года, статья, страница 10, есть, называется «От чего гибнут пчелы». Значит, снова зачитываю, как обещала, что для уничтожения вредных насекомых применяют специализированные препараты
инсектициды. Наряду с этим угрозу для жизни пчел представляет возрастающее техногенное загрязнение природной среды. Но вот эти пестициды и инсектициды, они являются причиной гибели. Значит, токсические препараты, используемые для защиты растений, обладают непосредственными отравляющими эффектами, накапливаются в почве. Через почву и частично через воду и воздух в организм пчел и продукты пчеловодства поступают тяжелые металлы, среди которых наибольшую угрозу представляют свинец и кадмий, растворимые соли этих элементов. О свинце и кадмии везде написано в журналах, я так понимаю, что эта проблема такая вездесущая, видимо, у пчеловодов. Даже есть статья, вот покажу, 6 номер 18 год, называется «Микроструктура желудка пчелы при отравлении свинцом и кадмием». Статья небольшая, но тут есть какие-то примеры и даже фотографии, то есть, если интересно кому-то, почитайте, очень детальная статья. Именно при отравлении свинцом и кадмием. Ну а авторы 7 номера, это доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Вот эта статья «От чего гибнут пчелы». Ну, тут тоже много чего интересного, я думаю, для вас найдется. Я только резюме его прочитаю. Итак, гибель пчел под действием инсектицидов происходит обычно после обработок ими медоносной растительности. На техногенно загрязненных территориях относительно небольшие концентрации поллютантов, содержащиеся в кормовых запасах пчелиных семей, накапливаются в теле особей после прекращения полетов в осенне-зимний период. Критические уровни поллютантов, накапливающиеся в головных отделах пчел, специфически модифицируют их поведение, что выражается в немотивированных одиночных вылетах из улья и последующей элиминации, мне слово незнакомой, семьи. Что касается загрязнения меда, то преимущественно это происходит без участия пчел. Мед загрязняется в процессе откачки и при обработках пчелиных семей различными химическими веществами от паразитов и болезней. То есть обрабатывают, получается, поля, и пчелы тоже травятся. И, кстати говоря, по-моему, вот в этой же статье, в следующей, сказано, что даже, сейчас вам тоже не буду голосовать, немножко другое. Также это номер 5, 19 год. Значит, страница пчеловода-любителя, снова рубрика, вот она такая желтенькими страницами показывает, да, чтобы было понятно. Это тоже о причине гибели пчел. Это пишет общество матковедов, Майкопская пчеломатка, так называется, если знакомо. Значит, тоже многое написано, и в том числе, что причиной гибели пчел часто являются инфекционные заболевания взрослых пчел. Значит, основной причиной заболевания и гибели пчел является то обстоятельство, что в течение сезона пчеловоды неоднократно применяют аркоцидные препараты в целях борьбы с клещом. Действующими веществами самых популярных препаратов являются флувалинаты, флумитрин, амитраз, кумафос. Дело в том, что эти вещества являются ядохимикатами, предназначенными для уничтожения насекомых. Многие из них способны накапливаться в гнезде пчел и обладают длительным остаточным действием. Конечно, в аркоцидных препаратах эти действующие вещества присутствуют в очень малых дозах, но убивая клещей, они наносят вред и здоровью пчел. Этот вред заключается в том, что сублетальные дозы ядохимикатов, попадая в организмы пчел, губят полезные микроорганизмы кишечника, что нарушает баланс микрофлоры в пользу условно-патогенных бактерий, которые благодаря особому строению клеточной стенки мало восприимчивы к ядам, как, впрочем, и к антибиотикам. В общем, интересно, если загляните. В этом же журнале, еще раз, 5 номер, 19 год, уже говорится об отравлении пчел, 9 нарушений фермерами, страничка консультации. Вот так она выглядит, зеленая страничка. Как раз про фермеров, да, уже ближе к теме подходим. И, значит, перечислены 9 как раз нарушений фермеров, в том числе как раз о том, что они пчеловодов не информируют о том, что они будут проводить вот эти опыления, да, вредоносные для пчел и химикатами. Здесь идет, я не буду ее прочитывать, вы сами посмотрите, кому как интересно, детально. Идет отдельно профилактика отравлений, диагностика отравления и оказание помощи пчелиным семьям, пострадавшим от отравления. Вот такие материалы есть. Ну, только, наверное, несколько выдержек.
Так, вот профилактика, например, заблаговременно, но не позже, чем за 2 суток перед началом проведения каждой в отдельности обработки. Администрация хозяйства обязана оповестить население, ветеринарную службу и хозяев пасек, расположенных в радиусе не менее 7 километров от места применения пестицидов, о местах и сроках обработок используемых препаратов и способах их применения. Особое внимание уделяют мерам по охране пчел от возможного отравления. Есть, кстати, норма, которая, документ, вот дальше я скажу, который это обозначает. По-моему, это Санпин даже, и не очень старый. Получив извещение о предстоящей химической обработке, пчеловод должен до ее начала вывести пасеку в безопасное место, изолировать вылет пчел из улья. За одни сутки до применения пестицидов и так далее почитайте сроки изоляции, диагностика. Обследование пасеки при подозрении на отравление пчел пестицидами проводит комиссия в следующем составе и так далее, почитаете. Срок отправки, вот, кстати, проб, да, вы говорили об этом. Срок отправки проб на исследование не должен превышать 1 сутки с момента отбора материала. Далее, при затруднении с отправкой в лабораторию пробы хранят в холодильнике при температуре минус 18. Говорили вам об этом? В холодильнике минус 18. Да, состав все-таки это морозильная камера. Правда не сказано, сколько, в течение какого времени. Ну, может быть, там дальше есть, я не вникала, посмотрите. Составы все-таки прочитать, извините. Что? В каком составе там? Комиссия. Акт составляется, комиссию. Давайте скажу. Это Значит, уже... проводит комиссия в следующем составе. Ветеринарный врач, пчеловод и представитель местной администрации. Комиссия составляет акт, в котором выражает достоверность гибели пчел, обстоятельства, при которых она произошла, размер нанесенного ущерба, вид и количество отобранных и направленных в ветеринарную лабораторию профматериалов, предполагаемую причину гибели, а также дает свои предложения. Для установления окончательного диагноза под контролем ветеринарного специалиста отбирают пробы пчел, продукты пчеловодства, образцы цветущих растений, подозреваемых в обработке, воду из ближайших открытых природных источников и направляют в ветеринарную или другую лабораторию, аттестованную на обнаружение пестицидов вышеперечисленных объектов. То есть, короче, работа, я поняла, у вас ВОЗ. Так, ну, в общем, вот, отравление пчел, 9 нарушений фермерами, еще раз, 5 номер, 19 год, тоже я выложу, посмотрите. Так, ну и постепенно приближаемся к теме, что же с этим делать или что нам, как юридически можно этому помочь. Ну, конечно, основываясь на материалах журнала. Значит, я тоже как-то в свое время обзор делала, проводила. В каждом журнале есть вот такая вот, можно увидеть вот такую шапочку, да, и как раз это будет обозначение рубрики «Юридическая консультация». Сейчас, опираясь на эти материалы, а, кстати, бессменным руководителем ведет обычно почетный работник прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции Астафьев. В основном его материалы здесь. Ну вот если говорить о новейшем, это, кстати, самый последний номер 8, еще новых у нас не было пока. Последний номер 8, 19 год, тоже в разделе «Юридическая консультация» вопрос есть такой. В последнее время поступает много сообщений о гибели пчел от использования фермерами и агрохолдингами пестицидов при обработке полей от сорняков. В борьбе с этим явлением пчеловоды оказались бессильны. Что делать? Ну, я бы сказала, ответ немножко размытый, и прочитать ответ какой небольшой. Значит, по нашему мнению, одни пчеловоды данные проблемы решить не смогут. Нужны совместные усилия органов власти, общественных организаций пчеловодов и, конечно, самих хозяев пасек. На протяжении многих лет ведется дискуссия о необходимости принятия федерального закона о пчеловодстве, однако даже если такой закон будет принят, он не решит вопрос развития пчеловодства в стране. Во многих регионах РФ приняты законы о пчеловодстве, но там пчел также травят пестицидами. Министерству сельского хозяйства РФ давно пора выступить инициатором издания правительством РФ постановления о развитии пчеловодства в стране. В этом постановлении должны быть предусмотрены не только меры по усилению надзора за использованием пестицидов в сельском хозяйстве, но и другие критерии развития пчеловодства. Также следует предусмотреть обязательные для исполнения поручения органам исполнительной власти по развитию пчеловодства и предложения органов судебной власти
о даче разъяснений судам общей юрисдикции по вопросам применения законодательства, связанного с пчеловодством и пчеловодами, а органам прокуратуры по усилению надзора за исполнением законов, связанных с пчеловодством и пчеловодами, органов внутренних дел по разрешению заявления и сообщений, связанных с пчеловодством, ну, короче, всякие пожелания. Это вот в этом последнем журнале. То есть, я так понимаю, вопрос немножко в воздухе висит, да. Но если говорить дальше и об этой же юридической консультации, вот один журнал мне попал 2015 года, но тем не менее я его вам представлю, потому что в юридической консультации дается вот такая довольно-таки развернутая статья еще раз об отравлении пчел. И здесь дается конкретный пример, что делали пчеловоды. Значит, пример, ну, такой, я тут прямо полностью зачитала, но если будет неинтересно или слишком, вы меня остановите. Значит, тоже агрофирма. Так, в общем, тоже навредили пчеловодам, они объединились, по-моему, если я не вру. И, значит, 8 мая 2014 года прокурор такого-то Воронежской области, 11 пчеловодов, проживающих в селе таком-то, подали коллективное заявление с просьбой помочь взыскать с агрофирмы материальный и моральный ущерб. Значит, и так далее. Что они делали, какие тут даты и так далее. Пчеловоды подготовили заявление в областную прокуратуру, но кто-то им посоветовал не направлять его, потому что установить причину гибели пчел через год практически невозможно. При выявлении факта отравления пчел хозяева пасек не сделали главное. Озадачились, не вызвали ветеринарную службу района. В результате не были составлены обязательные в таких случаях документы, не изъяты погибшие пчелы для исследования причины гибели, а также не были исполнены другие мероприятия. То есть это была ошибка пчеловодов, хотя они в суд обращались. Хозяевам пасек в связи со сложностями по сбору доказательств вины отравителей пчел советую использовать помощь правоохранительных органов, особенно полиции и прокуратуры. Однако, подчеркиваю, первоначальные действия должен провести пчеловод, обнаруживший гибель жительниц улья от отравления. При этом пчеловод вправе обратиться с заявлением в названные органы для расследования данного случая. И сообщается, собрав достаточно доказательств вины отравителя пчел, хозяин пасеки может обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного ущерба, не ожидая результатов расследования. Ну, вот такая статья, почитайте, посмотрите. Какие-то тут... Все равно будет расследовать сам. Да. Ну, наверное, уже я очень долго говорю. И, ну, ладно, если по делу. Мне нравится. И последний, наверное, материал, который я представлю, он прошлогодний, то есть 4 номер 2018 года. Приведу его поподробнее, потому что здесь тоже есть пример того, как на Орловщине пчеловоды столкнулись тоже с опылением рапса. Ну, я так понимаю, это близко нашей истории, да, поэтому что они делали и что надо делать, тут приведены статьи и санпины. Если хотите, я полностью зачитаю, потому что, ну, материалы такие, я понимаю, вы озабочены и хотя бы знать, что есть действительно. Значит, в редакцию поступило коллективное письмо пчеловодов таких Орловской области. Они пишут, что такая-то фирма обрабатывала поле цветущего рапса около деревень таких-то неизвестным препаратом. В результате пчелы погибли на 8 пасеках. Вызванный участковой полицией собрал мертвых пчел и заснял все фотоаппаратом. Пчеловоды решили подготовить документы в суд. В присутствии участкового ветеринарного врача и депутата погибших пчел со всех пострадавших пасек собрали в пакетики, составили акт и направили в Центр исследований в город Орел. Но там пробы не приняли из-за того, что мало подмора. Дополнительно подмор собрали уже после дождя, нарвали рапса с обработанного поля и снова отвезли в Орел. По телефону пчеловодам сообщили, что в подморе ядов не обнаружено. Также хозяева пасек обратились в прокуратуру с жалобой на неправильные действия агрофирмы. Ну и так далее. Тут прокуратура вынесла решение о том, чтобы расследование провести в этой агрофирме. Значит, в ответе сообщалось, что в отношении агрофирмы было возбуждено дело об административном расследовании. В ходе его установлено, что агрофирма действительно проводила обработку пестицидов посевого и ярового рапса. Перед обработкой полей агрофирма не оповестила население, нарушив требования пункта 2.16 Санпин. Указано какой. Санпин, кстати, по-моему, не старый. Есть в нем изменения 2016 года.
Ну, Санпин, если надо, назову. Санпин 1.2. Кто-то пишет, не надо говорить? Надо. Хорошо. Если что, 4 номер 18 год. Значит, уже по инструкции. В колхозах для них Да, это Санпину я исковое заявление дают и 10 тысяч штрафа дают. Ну, номер Санпина запишите. Да, я сейчас... Это заменитель той инструкции старой 89. Для Я председателя. немножко 20, дальше 20, зачитаю, там есть тоже положение этого Санпина. Значит, был составлен протокол об административном правонарушении. Это в отношении этой агрофирмы. Надо особо отметить, что пчеловоды допустили большую ошибку при сборе доказательств. С 2016 года действуют ветеринарные правила содержания медоносных пчел, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 19 мая 2016 года, номер 194. В них четко расписаны действия при подозрении на отравление пчел. Перечислено, что именно, я не буду перечислять. Тут прямо сказано, что в правилах подробно написано, как упаковывать и пересылать материал в лабораторию. Живых пчел помещают в стеклянные банки, которые обвязывают 2 слоями и так далее. То есть все, что надо делать, подробно расписано. То есть это закон, да? Я сказала, что... Ну, распоряжение. Правила ветеринарные. Правила, да. Сказано, какие, в них расписано, что делать в этом случае. Чтобы через суд решить вопрос о возмещении ущерба, важно правильно его определить. О расчете ущерба подробно изложено в журналах пчеловодства, кстати говоря, тут указано какие. И пчеловоды, конечно, должны знать правила применения пестицидов и агрохимикатов. В настоящее время действует Санпин такой-то с изменениями на 10 июня 2016 года. Согласно новым правилам и нормам, до обработок посевов пестицидами не позднее, чем за 3 дня ответственные за данные работы лица должны оповестить о запланированных работах жителей близлежащих населенных пунктов, на границах с которыми размещены подлежащие обработке площади. Через средства массовой информации, радиопечатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации до населения. На границах обрабатываемых пестицидами площадей, участков выставляют щиты, единые знаки безопасности с указанием «обработано пестицидами», то есть щит «обработано Ну да, это пестицидами», для животных, для всех, это не только для пчел. содержащие Вредно. информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. То есть информация на щите должна быть. Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установленных сроков выхода людей для полевых работ, уборки урожая и других. Это статья 2.16. Это я зачитала прям статью этого Санпина. В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов, обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой тогда-то. Это статья 2.26. Дальше идет об использовании вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей. Это другая статья. При использовании пестицидов и агрохимикатов авиационным методом санитарный разрыв от мест постоянного размещения пасек должен составлять не менее 5 километров. Все работы по применению пестицидов должны регистрироваться в специальном журнале за подписью руководителя работ и должностных лиц организаций, где проводились указанные работы. Статья 2.23. Эти записи могут служить доказательством при рассмотрении дел в суде. Возвращаясь к ответу пчеловодами из территориального отдела управления, на поиск мы говорили, да, что они обратились, значит, Орловской области, можно предположить, что проверка была проведена по требованию прокуратуры, куда обращались владельцы пасек. Действующим законодательством прокуратуре разрешено проводить проверку соблюдения санитарных норм и правил, однако вопрос о возмещении причиненного ущерба должны решать сами пчеловоды путем обращения в суд. Пчеловоды обращались в районную прокуратуру, но ответа не получили. В таком случае можно обратиться в областную прокуратуру с жалобой на бездействие районной прокуратуры. Прокурорам тоже дано право возбуждать производство по делам об административном правонарушении. Следует иметь в виду, что за уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 1 года лишения свободы. Статья 168 УК РФ. Уголовная ответственность. В данном случае применение пестицидов, конечно, надо отнести к источникам повышенной опасности.
Под крупным понимается такой ущерб, когда стоимость имущества превышает 250 тысяч рублей. Но имейте в виду, это 2018 год. Подводя итоги, можно сказать, что у пчеловодов были все условия квалифицированно оформить описанный факт и через суд добиться полного возмещения причиненного ущерба. Восполнить сделанные просчеты в настоящее время проблематично. Хочется еще раз посоветовать читателям внимательно следить за публикуемыми в нашей странице в журналах материалами. Они могут помочь решить возникающие вопросы. Но это аплодисменты журнала «Пчеловодство». И вот когда Гея Алексеевич Это какой сказал... номер вам давайте? Номер, пожалуйста, покажите. Это какой номер это номер? Четвертый? Последний, да, который читала. Это же 18-й Это год. четвертый Да, номер номер четвертый, 18. 18 год. Да, да, да. 17? Да, Четвертый, номер 18. 18 год, я записал себе. На Орловщине, нет, не Орловщине, то, что раньше это второй 15, но я сейчас все оставлю. Да. И, кстати, Георгий Васильевич ремарочку внесу, потому что Георгий Васильевич сейчас слышала, сказал, откройте интернет, заведите в браузер такое слово и почитайте, что там есть. Хочу предостеречь как специалист в области информации. В интернете много мусора. Если чего-то хотите, в первую очередь обращайтесь к журналу. Квалифицированные помощи, квалифицированная информация все равно находится в печатных источниках, специализированных ваших. Я все оставляю, закладочки тоже Но есть. в интернете тоже можно Конечно, научиться нет, мусор конечно. отбрасывать Да. по каким-то правда. вещам. Таким. Благодарю. Ага. Ну спасибо. Ну давайте похлопаем. Да.